Добро пожаловать в Кашгарский музей. Экспозиция расположена на 4 этажах. На первом – тематическая выставка по истории, этнографии и религиозной культуре уйгуров, а второй полностью посвящен истории и культуре Кашгара. Первый и основополагающий раздел называется «Синьцзан» – неотъемлемая часть общей цивилизации Китая. Он посвящен исторической интеграции западного края в общекитайскую цивилизацию через демонстрацию административных и культурных связей. Начинаем с эпохи Хан, 3 век нашей эры. Здесь знаменитый артефакт – шелковая ткань с надписью «5 звезд восходят на востоке» – космологические представления того периода. А вот копия древнего трактата «Шан Хай Цзин» – каталог гор и морей. В нем упоминаются поставки нефрита из этого региона в центральные равнины еще в доцинскую эпоху, а также некоторые сходные артефакты. Здесь вы видите бамбуковые книги и бронзовое зеркало с горными узорами. Далее – печать из свинца с надгробия, происходящая из западного Уйгурского края. Это довольно поздний период. Надо отметить, что многие экспонаты – это копии артефактов, похищенных западными археологами из Синьцзана. Более ранние артефакты были обнаружены на юго-востоке Кашгара, в районе, исторически связанном с деятельностью ханского полководца Бан Чаа. Этот раздел рассказывает об экспансии эпохи Хан, включая бамбуковые таблички и архитектурные элементы. Особое значение имеет стела военачальника царя Цуаня. Ее текст содержит одно из первых упоминаний о Шуайфусуэве, военном чиновнике, назначенном ханским двором государства Шуля на месте современного Кашгара. Эту тему продолжает печать аналогичного чиновника эпохи Западной Цзинь, 3 и 4 век нашей эры. А также знаменитая печать Хан Гуи Цанчжан из Национального музея Китая, олицетворяющая политику включения местных элит в имперскую структуру. Следующий раздел – период эпохи южных и северных династий, 5 и 6 век. Здесь можно увидеть территорию государства Северный Лан, государства хуннов, предков уйгур. Далее мы переходим к ключевым археологическим памятникам. Это Турфан, некрополь Астана, откуда происходит огромное количество уникальных древних находок, а также документы, найденные при раскопках древнего города Лорелен в районе Черкылок. Экспозиция знакомит с руинами древних уйгурских городов Лорелен и Джикут-Шахре или Гарачан. Эпоха Суй и Тан, 6 по 10 век. Документы эпохи, регистрация населения, учет домохозяйств, документы на въезд и выезд через заставу. Это Шороша, документ о приеме передачи, Госа, прохождение через заставу, и Дзиньхуса, документ о регистрации домохозяйства. Также здесь представлен Джинфу, подушный налог из региона внутри застав, и отчески печатей на древних документах. Карта маршрутов указывает на ключевые пункты, такие как древний город Ярхата. А вот древний город Такусарай, 9 дворцов близ поселка Шуля на юго-востоке Кашгара. Это был важный пограничный город уйгурского каганата на Великом Шелковом пути. Сейчас он сохранился только фундаментом толстых стен крепости, которые указывают на мощь уйгурской империи. Здесь же представлены остатки сигнальной вышки в том же районе. А вот и керамический фрагмент. Это один из первых предметов в экспозиции, сделанный не из шелка. Он найден в руинах Далеса Сарай в уезде Муралбаша. Это изображение человеческого лица эпохи уйгурского каганата и династии Тан. Периодом Сун и Юань, 10 по 14 век, посвящено мало материалов, потому что в этот период китайцев здесь уже не было, здесь доминировали уйгуры. Сохранились руины древнего уйгурского города-крепости Бишбалак. Эпохи Мин и Цин, 14 по 20 век, представлены в основном через период Цин, когда снова появились китайцы. Здесь вы можете увидеть документы, относящиеся к деятельности генерал-губернатора Кульджи и управлению Кашгаром до учреждения провинции Синьцзан.
В экспозиции отражены и значимые исторические события, такие как кампания против джунгарского ханства, запечатленные в стелах и произведениях искусства. Оригиналы подобных картин, прославляющих эти победы, хранятся в запретном городе в Пекине. Итак, это была первая часть, посвященная экспансии центральных равнин Китая на уйгурский западный край и административной интеграции. Вторая часть выставки посвящена богатому этническому наследию уйгурского края. Она выстроена в хронологическом порядке. Здесь представлены народы, населявшие регион на протяжении тысячелетий. От древних саков, жужжани, усуни, тюрков, уйгуров, сагджийца, тахара и других. Центральное место уделено формированию уйгурского народа. В VIII веке уйгуры создали уйгурский каганат в Монголии. Они прославились как самые культурные степняки, приняли монахейство, развивали искусство, торговлю, и именно уйгуры первыми из кочевников массово начали переходить к оседлой жизни в оазисах и объединили все эти народы, создав уникальную основу уйгурского народа. Уйгурский каганат имел активные военные, культурные и даже родственные отношения с династией Тан. В X веке уйгурский каганат распался. На детальной карте-схеме показаны миграционные пути уйгуров после распада каганата. Одна ветвь двинулась на юго-восток, в центральную равнину Китая, где постепенно ассимилировалась. Другая – на запад, где образовало Кашгарское ханство Карахана, так называемое государство караханидов. Также было создано и Горчанское уйгурское дикутство в Турфанском оазисе. Карта иллюстрирует ключевые точки этих маршрутов – от Кучи и Турфана до Дунхуана и далее вглубь Китая по Хасийскому коридору и создание уйгурского каганата Ганчжоу. Уйгурское Ганчжоу было самое союзное Китаю. Урфанское дикутство – высокоразвитое государство, настоящий оазис науки и искусства, где мирно уживались буддизм, монахейство и несторианство. Именно оттуда происходят многие рукописи и фрески. Основными материальными свидетельствами этого раздела являются памятники пещерного зодчества. Перед вами изображения и реконструкции из знаменитых буддийских комплексов Кызылтура в Кучи и Безыклик в Турфане. На этих фресках изображены уйгурские правители и знать в богатых одеждах с характерными головными уборами, часто в позах благоговейных донаторов. Это искусство – удивительный символ того, как уйгуры стали не только воинами, но и покровителями высокой цивилизации и мировых религий на шелковом пути. Отдельная часть экспозиции с фигурками таджиков, киргизов и других народов региона. Особый интерес представляют документы. Вот деревянные таблички с тибетскими текстами из руин Миран, свидетельствующие о борьбе Тибетской империи за этот участок шелкового пути. Уйгурский каганат и династия Тан были союзниками в войнах против Тибета. Хроники свидетельствуют, что уйгурские каганы получали богатые подарки от династии Тан за защиту своих границ от Тибета. А это керамические фигурки и цветные росписи из некрополя Астана в Турфане, показывающие высокий уровень искусства той же эпохи. Благодаря сухому климату сохранились уникальные изображения древней эпохи, купцы, чиновники, знатные дамы Горчана, их наряда, прически и мода того времени. Здесь представлен договор купли-продажи рабыни древним уйгурским письмом, также найденный в Астане. Текста – одна часть свидетельств, настенные росписи – другая. Перед вами иллюстрация из уйгурского монахейского манускрипта, напоминание о религиозном разнообразии региона. Этот экспонат подводит нас к третьему разделу выставки, посвященному 8 религиям шелкового пути. Среди них монахейство – религия света, которая пришла из Персии и была распространена среди горчанских уйгуров после зороастризма. Экспозиция начинается с древнейших верований. Перед вами артефакты из захоронений Усуни эпохи Хан, знати из Чеширы, и это бронзовая статуэтка саков периода воюющих царств с V века до нашей эры до III века нашей эры, а также вативная статуэтка, найденная в въезде Чира, свидетельство шаманизма и местных культов. Перед нами визуальный образ древнейших культов, соларные знаки, тотема, духи-хранители и изображения Тенгри, вечного синего неба, верховного божества уйгуров. Эти образы легли в основу уйгурского буддизма, зороастризма и монахейства. Далее мы переходим к уйгурскому древнему искусству.
Перед вами изображение очень большой фрески из 61-й пещеры Дон Хуана «Подношение усопших душ». Это монументальная фреска – вершина уйгурского буддийского искусства в Дон Хуане. Время созидания, 10 век, уйгуры ганчжоурского каганата, сочетает беспрецедентный масштаб с удивительной утонченностью. Это свидетельство того, как уйгуры, создав оседлую цивилизацию, подняли буддийскую стенопись на новый уровень изысканности и духовной глубины. Здесь представлено больше настенных росписей из уйгурских гробниц в Талук-Чепа в уезде Чурыклык. В витринах – артефакты из Лоролиня и других памятников севера Уйгурского края. Лоролинь – южный форпост в пустыне Такламакан, хрупкие документы, ткани, свидетельства о седлой жизни и сева, где в курганах нашли золото и бронзу, изображения кочевников и охота. Перед вами шедевры из пещерных храмов Кызыла, изображение VII века, подношение царской семье Кучи. Это художественный голос древней Кучи, одного из самых влиятельных уйгурских буддийских царств на Шелковом пути. Его фрески задавали канон для всего региона, создавая свой неповторимый уйгурский стиль, повлиявший и на китайское искусство. А вот эти фрески из Безыклика относятся к более позднему периоду, эпохи монгольской династии Юань. На них можно видеть характерные остроконечные шапки монгольской знати гугугуань и сцены подношений. В разделе также упомянуты исторические личности, такие как Лин Цзэсуй, и представлены карта и другие документы, показывающие, что в эпоху Западной Цзин связь Китая с западным уйгурским краем продолжалась. Даже в эту смутную эпоху между великими империями Хан и Тан. Например, вот изображение из Кызыла эпохи Западной Цзин, а также материала, связанные с древним водопроводом Бабахан и производством инструментов. Особый экспонат – картина на деревянной доске, вывезенная и хранящаяся в Британском музее. Она была найдена в Дандан-Ойлик близ Хатана и изображает легендарную китайскую принцессу, тайно несущую шелкопряд в высокой прическе в качестве приданого своему уйгурскому жениху, правителю Хатана. Этот сюжет – прекрасное свидетельство культурного обмена вдоль шелкового пути. Итак, первые две части экскурсии завершены. Далее мы переходим к части о религиях. В начале раздела очень обобщенно упоминается о 8 местных религиях. Даже помещены рядом два наиболее типичных изображения нирваны, так называемая варварская и китайская версии. Первая часть этого раздела – первобытная религия. Это шаманизм и тенгри, древнее почитание духов гор, неба, предков и живой силы природы. Вот довольно интересный экспонат. Во-первых, возраст очень древний. Во-вторых, автор оригинальной росписи, судя по всему, принадлежал к сакской культуре. Содержание росписи связано с поклонением солнцу, небу и божеству-победителю. Вторая часть – зороастризм. Это одна из древнейших религий, возникшая в VI веке до нашей эры и проникшая сюда по торговым путям. Она была особенно распространена среди сакских племен. Типичным артефактом является вот этот золотой предмет, который был вывезен западными археологами в период разграбления Китая в начале XX века. Это характерная художественная форма степных народов, изображение пары противостоящих животных, выполненное в зверином стиле. Что касается буддизма, то это важнейшая часть раздела, потому что большинство сохранившихся памятников региона – буддийские. Перед вами карта распределения памятников в регионе Синьцзян. Вы видите, что мы сейчас в Кашгара. В Кашгарском районе есть памятники на севере и в Хатане. Основная концентрация на севере. От памятников в районе Накуд до Корла и Семи Пагат и, конечно, до района номер 1 Турфана, где объектов особенно много. Итак, в Турфане есть большая группа пещерных храмов, в основном Безыклик, пещера 1000 Бут. А в куче пещерных храмов еще больше, включая крупнейшие, такие как Кызыл, а также Кумтура и Тумшук. На этом экране проецируется информация о нескольких таких пещерных храмах.
Еще одна часть рассказывает об артефактах из Кашгарского региона, выкраденных и вывезенных за рубеж. Перед вами серия из 6 буддийских скульптурных голов. Многие утраченные реликвии Кашгара сейчас находятся в зарубежных коллекциях. И очень важны именно эти образы. Их стиль – прекрасный пример греко-буддийского синтеза. Это не просто греческое искусство, а уникальный сплав форм. Образ синтеза. Красиво. Очень красиво. Эта скульптура – прямое свидетельство эллинистического влияния в сердце Азии, в Кучера. Стиль Гандхара стал визуальным языком раннего буддизма, который по шелковому пути достиг Куча и Турфана и стал художественным идеалом уйгурского буддизма. Переходя к другим религиям, отметим, что после буддизма остальные вероучения представлены относительно скромно. Например, даосизм. Вот этот документ также из Астана. Он датируется периодом северных династий. Возможно, других реликвий не так много. Что касается несторианского христианства, есть несколько каменных стел с сирийскими надписями эпохи Юань. Тибетского буддизма, вероятно, еще меньше. А манихейство, религия Сведа, представлена свидетельствами из древнего города Гарчан. Последняя часть, посвященная исламу, на этом этаже представлена еще меньше. Соответствующая экспозиция находится на 2-м этаже, в разделе «Истории Кашгара». И последний раздел выставки посвящен культурному взаимодействию с общекитайской цивилизацией. Сначала говорится о культуре ханцев, а далее, в соответствии с исторической канвой, рассказывается о культурных обменах. Например, здесь представлено надгробие наместника Западного края, важный символ административных связей. После Цин и Хан, в эпоху Вэй, Цзинь, южных и северных династий, есть один интересный документ. Этот документ на хатанском языке, сценарий встречи с Майтрией, найденный на памятнике Циксентарса. Как проясняется, академики считают, что его особенности указывают на практику распространения буддизма через театральные постановки, то есть через инсценировки сюжетов из сута, что делало учение более доступным. В эпоху Суй и Тан культурный обмен достигает пика. Перед вами реконструкция свитка Шу Юэ Ту из свода Тан Хо Я. На нем изображены музыканты с инструментами, пришедшими в Китай по шелковому пути, это арфа канхору и безладовая пипа, а также била, флейта, бей и другие. Их реконструкцию можно увидеть в Центральной консерватории в Пекине. И еще вот эта уйгурская фреска с танцующими девами в удивительном стиле, найдена на буддийском памятнике Дамакуру в Гансу. Ее стиль относится к эпохе Цзинь. Далее, в периоды Сун, Юань, Ла и Цзинь мы видим, например, изображение уйгурского правителя. В эпохе Мин и Цин упоминается знаменитая яшма Да Юй Чжи Шуй, символ интенсивного экономического обмена. Завершается экспозиция демонстраций традиционных костюмов. Эта официальная выставка через представленную экспозицию призвана наглядно продемонстрировать, как исторические и культурные связи формировали единую цивилизацию. На этом наша экскурсия по первому этажу завершается.